В эфире городского телевидения программа «Крупным планом». Я ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону студии 5 14 95 или пишите сообщения в Вайбере и WhatsApp на телефон 8 927 303 43 43. И я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это директор парка культуры и отдыха, руководитель местного отделения Молодой гвардии Единой России, член молодежного парламента при Совете городского округа 5-го созыва Ильгиз Анисович Ахмедшин. Здравствуйте, Ильгиз Анисович. Здравствуйте. Ильгиз Анисович, вы недавно стали руководителем парка культуры и отдыха городского. Это произошло в апреле, как вас назначили. С чего вы начинали свою деятельность и вообще с какими мыслями пришли? Потому что парк культуры и отдыха, да, это место, с которым у каждого сибайца, наверное, ассоциируется его детство. Да, все мы туда ходили там со своими родителями, с мамами, папами. Там проходили последние звонки, международные дни защиты детей. Вот с каким чувством вы туда пришли и с чего начинали? Ну, в первую очередь, хотелось бы, конечно, сделать парк более уютным, более приветливым, чтобы было там приятно находиться. Были мысли уже до этого, какие-то планы, какие-то проекты, новые аттракционы, что можно сделать. Потом потихонечку мы начали уже внедрять все это, говорить об этом. И совместно с администрацией городского округа, совместно с отделом культуры начали работать активно. И они, конечно, меня хорошо поддержали, что вот сейчас уже наглядно видно, что можно сейчас посмотреть в итоге происходящего благоустройства парка. Вот. Ну вот на сегодняшний день, если брать наш парк, да, какую базу он располагает, сколько людей у вас в коллективе трудится? У нас сейчас работают все аттракционы. Это колесо обзора, орбита, колокольчик, юнга, автомобили, тропикана, бассейн с лодочками. И также батуты есть. Слава богу, все аттракционы в исправном состоянии. Мы прошли весной освидетельствование, что нам дает работать на целый год. В штате у нас 4 человека, и плюс у нас по договору оформлены люди контролерами и кассирами. Вот. Ну, вы уже сказали, да, что с нынешнего года у нас прям значительные изменения в парке начались, и многие из них благодаря программе «Комфортная городская среда». Да, парк стал одним из общественных мест, где в нынешнем году проводятся ремонтные работы. Конкретнее можете сказать, какие работы проводятся, что планируется на территории парка? Потому что еще не все горожане об этом знают. Сейчас уже работа идет к завершению. Надеюсь, скоро уже сдадут объект. Было оформлено, получается, дизайнерским решением ландшафтный дизайн. Там выложены камнями, тропы, высажен газон. Также установлена горка, зимняя горка, там двухскатная, одна для старших детей до 16 лет и для маленьких, там 6-7 лет для таких маленьких. Также сегодня буквально приехала игровая площадка для детей, там качели, каруселька небольшая, игровой комплекс. Также вагончики были обшиты металлосайдингом, и крыша была также сделана, установлены окна, двери. Покрашена, самое большое, конечно, эта работа была произведена покраска колеса обзора, это бирюзовый, и основание было серый цвет, такой металлический цвет. И очень много было сделано, конечно, и собственными силами. То есть весной мы покрасили аттракционы с помощью наших сотрудников вместе, и мы сами, в принципе, ходили, красили. Также заменены были полы, получается, в орбите. Там ступеньки были изношены, сейчас там новое дерево лежит. Также сейчас планируется укладка асфальта, где разбитый асфальт у нас, в этих частях будет обновлен асфальт. А все эти работы завершатся в нынешнем году или на следующий год тоже что-то запланировано?
Ну вот по этой программе в этом году сейчас уже в сентябре, надеюсь, все закончится. А на следующий год, ну, будем участвовать, наверное, в других программах, чтобы дальше финансировать и развивать парк. Вот. Вы уже сказали, что там завезли новый аттракцион какой-то, да? А вообще в планах есть установку новых аттракционов на территории парка? Потому что там еще, по-моему, есть места, где можно что-то поставить? Да, вот буквально, получается, мы сейчас планируем на зимний период, и зимний период мы решили сделать побольше площадку перед вагончиками, передвинуть колокольчик, это аттракцион, и у нас освобождается там территория, около там 1500 квадратов, и там мы хотим залить каток, чтобы в зимнее время можно было кататься, приходить. Вот, также вот это будет горка, будут тюбинги сдаваться в прокат, и лыжи, конечно, лыжи будут в прокат сдаваться. Вот. Территория есть, еще можно освоить, и, конечно, можно обновить батуты, можно также использовать бассейн. В бассейне сейчас у нас электрические лодочки, можно также сделать ручные лодочки, которые руками гребешь и плавать можно. И также вот как шар, зорб, вот его тоже можно приобрести и использовать. То есть один тот же... Все-таки можно или это все в планах будете делать? Это будем делать, да. Вот. Но вы уже затронули немножко о том, что планируется этой зимой, а горки вы тоже сами планируете строить, они как будут временные, чисто на зимний период, да? Горка уже стоит, ее уже вот по городской среде мы подрядчики закупили, мы установили, покрыли лаком, основание мы тоже обработали, также выровняли пускат, именно подготовили горку к зиме. Вот. Надеюсь, к лету у нас получится покрыть покрытием, всесезонно можно будет кататься на тюбингах. Вот. Пока на зиму готовимся, потом уже на весну, чтобы его круглогодично использовать, эту горку. А тюбинги вы планируете закупать или уже есть на сегодняшний день что-то? Тюбинги будем закупать, да, их пока нету. Ну, раз мы уже заговорили о зиме, помимо катка и горок, что-то еще планируется для досуга наших горожан? Лыжная база также будет работать? Лыжная база также будет работать. Также будет работать, то есть ларек с общепитом. Там будет питание предоставлено. Это как раз для тех, кто на катке? Да, да, чтобы можно было согреться и подойти, как бы выпить там чай, кофе. Вот. И также думаем сделать теплое помещение, ну вот как в виде палатки или что, вот, чтобы было зайти, погреться там, с обогревателем. Вот. И, конечно, у нас мероприятий очень много проходит, и планируем сделать сцену большую, хорошую, чтобы можно было и танцевальным коллективом выступить, и сольным артистам. Вот у нас сейчас пока миниатюрная такая временная сцена, небольшая, но потребность есть, поэтому сейчас будем делать уже большую, хорошую сцену. Вот. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам по телефону 5 14 95 или писать сообщение в Вайбере и WhatsApp на телефон 8 927 303 43 43. Сегодня в гостях директор парка культуры и отдыха Ильгиз Анисович Ахметшев. Можете писать не только свои вопросы, но и предложения. Ильгиз Анисович, завершилось лето, наступила осень, и это лето для парка культуры и отдыха было очень бурным. Да? Проходило очень много мероприятий, мне кажется, буквально каждую неделю что-то было у вас там на территории, и мы там неоднократно снимали сюжеты. А вот давайте вспомним самое яркое, чем запомнилось нынешнее лето для парка нашего. Ну, это, наверное, самый грандиозный проект, это 2 фестиваля красок, которые проходили 12 июня и 2 сентября. То есть первое мероприятие было такое пробное, мы не знали, что мы делаем, но мы знали, что будет очень весело и что будет очень шумно. Пригласили самых лучших артистов, диджея, поставили хорошую музыку, качественный звук. И
получается, пригласили людей, но погода нас очень смутила, было очень пасмурно и прохладно. Но все равно люди пришли, и наполняемость была очень большая, и детям и взрослым очень всем понравилось. В сентябре мы повторили еще раз, но с погодой у нас было лучше. Мы уже очень мощно отрекламировались, и люди уже знали, что за мероприятие и как это проходит. И уже постарались второе мероприятие сделать лучше прежнего, чтобы каждое мероприятие у нас проходило на более высшем уровне. Пригласили гостей с Магнитогорска, это фаер-шоу было. И ведущий у нас был с Магнитогорска, тоже как бы новый человек, мы его посмотрели, интересно, новый формат проведения. То есть он в формате стендапа, в формате юмора проводил. Ну, я думаю, всем понравилось, и нам тоже. Ну и были, конечно, очень много мероприятий, таких как шоу мыльных пузырей, фестиваль вишни. Там концерты у нас часто проходят. То есть сейчас у нас живая музыка каждую среду. У нас артисты города и артисты филармонии приходят со своей аппаратурой и ставят очень качественные, такие душевные концерты, ну, что можно прийти и послушать под открытым небом хорошую музыку. А как родилась вот идея организовать подобные вечера живой музыки под открытым небом? То есть на вас вышли с инициативы, или вот вы своим коллективом посидели, подумали, а что бы такого еще сделать для горожан? Ну, эта идея уже была давно, еще весной, но мы никак не могли собраться с филармонией вместе все это организовать. У нас все то одно, то другое мероприятие, и в итоге они уже сами предложили сделать такое мероприятие, прям серия концертов, и организовать, потому что раньше были такие мероприятия, где можно было прийти в парк, потанцевать, послушать музыку, и вот мы хотим это возобновить, чтобы это было, как сказать, постоянным, и на следующий год, чтобы приходили люди и знали, что в среду вот будет концерт, что можно прийти, послушать, отдохнуть. Вот, поэтому парк — это все-таки такое культурное место нашего города, и все-таки хотелось бы развить такую площадку, где все могли бы показать себя, свои таланты и реализовать себя именно в творческом плане и личном, чтобы можно было разные стили, разные виды спорта, разные направления показать, что у нас в городе есть, чем люди занимаются. Поэтому мы всегда поддерживаем инициативы. К нам люди уже сами начали обращаться, и мы их уже в план включаем. Ну, пока мы заговорили о вечере живой музыки, да, он буквально один из концертов прошел накануне, как вы уже сказали, не проходит по средам. А сейчас вашему вниманию мы предлагаем сюжет о том, как это было накануне. Внимание на экран. Концерты на открытом воздухе популярны среди людей самого разного возраста. Рок-фестивали, бардовские слеты, фольклорные праздники – далеко не полный перечень того, что можно назвать словом «open air». Сибайское концертно-театральное объединение и парк культуры и отдыха в этом году решили положить начало новой традиции и устраивать вечера живой музыки под открытым небом. Каждую среду сентября ценители искусства приглашают на территорию парка, чтобы приобщиться к творчеству сибайских исполнителей. Как показали два прошедших концерта, таковых в нашем городе предостаточно. Зрительская аудитория, состоящая из разных возрастных категорий, с воодушевлением приняла новинки, но с еще большим восторгом встречала старые хиты и зажигательные народные мелодии. Осень в небе жгут корабли, осень мне вы прочь от земли, там, где в море тонет печаль, осень темная даль.
Любимые зрителями вокалисты выступили с обновленным репертуаром, в котором появилось как много современных песен, так и бессмертной классики. Олег Ефимов, Забир Бекбулатов, Константин Аносов, Залия Нурлы, Рустам Хасанов, Виктор Тюрин, Анастасия Гаврилова, Галия Бжикова, Баязид Байназаров – это еще не весь список артистов, радовавших в этот вечер любителей музыки. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать перелететь океан и, разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Очень положительно. Жаль, что поздно начали. Мы просили еще в прошлом году. Но люди, видимо, еще мало знают, поэтому как-то еще пока так собираются не очень активно. А так в восторге. Впечатление от концерта очень положительное. Мне кажется, надо проводить такие концерты, потому что поднимает настроение, очень. Будем надеяться, что это будет доброй традицией. Концертная программа получилась насыщенная и подарила радость и самим организаторам, и тем, ради кого они старались. В ближайшее время сибайцев ждут еще 2 таких мероприятия на открытом воздухе на территории Парка культуры и отдыха. А те, кто уже побывал на концертах, с нетерпением ждут новых теплых встреч. Евдокия Титаренко, Айгуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильзина. Специально для программы «Крупным планом». Замечательный вечер живой музыки прошел у вас накануне, и как отметила одна из горожанок, да, жалко, что начали так поздно, уже в сентябре. До конца сентября эти концерты будут идти, и потом планируете ли возобновить их на следующий год? Да, мы до конца сентября доработаем, посмотрим, все зависит от погоды. Вот. И на следующий год, конечно, прям люди хотят начать с весны, с апреля, когда уже станет теплее и спокойно уже собираться в парке. Вот. А как окружающие относятся к вашим инициативам? Поддерживают ли, приходят ли к вам со своими идеями? Окружающие сначала смотрели, приходили, участвовали, комментировали. В последнее время уже начали проявлять свою инициативу. Вот одна из инициатив – это вечер японской культуры было. Фестиваль японской культуры Да, фестиваль японской культуры. Это как раз-таки вот, поклонники Японии, и они пришли. Практически они все сами организовали, мы просто им предоставили площадку, и они музыку установили, помогли, молодежный центр нам поставили. И, конечно, такие инициативы, вот, например, соревнования скейтбордистов, тоже мы к ним сами вышли, они сначала не хотели, но мы им объяснили, что их культуру надо развивать, чтобы они технически росли и чтобы им был интерес этим заниматься. Мы для них сделали между них соревнования, это по BMX, по скейту, 2 направления выделили, и ребята вот откатали, показали, что они умеют и как можно кататься. Очень интересно и технически сложный, оказывается, вид спорта. И мы посмотрели, и нам всем понравилось, в принципе. Вот. Сейчас со всеми организаторами мы общаемся, дружим и поддерживаем контакты. И наверное, будем делать ежегодно, чтобы они каждое мероприятие делали все лучше и более профессионально. У нас в городе много молодежи, много различных направлений действует. Если вот кто-то также захочет провести какое-то мероприятие, я так понимаю, они без проблем могут к вам обратиться. Как вас найти, куда им подойти? Конечно, мы всегда открыты для всех предложений и всегда можем рассмотреть, что они хотят сделать. Можно как прийти лично к нам в парк культуры и отдыха, в административное здание. Также можно написать в социальных сетях. У нас есть группа «Парк культуры город Сибай». Или мне лично в сообщениях можно написать. Всегда будем рады выслушать любое предложение и поможем организовать мероприятие, если будет это актуально и интересно.
Ну да, я думаю, вообще, наверное, уже стоит общая задача сделать парк культуры и отдыха местом притяжения молодежи города, и не только молодежи города, да, настоящим таким досуговым центром, тем более, что есть поддержка властей, есть инициативно молодые ребята, поэтому если у кого-то есть предложения, конечно, обращайтесь. И у нас есть вопрос от телезрителей. На наших аттракционах я каталась в детстве, сейчас мне 40, а аттракционы те же. Планируется ли установка новых и безопасны ли нынешние? Да, конечно, аттракционы не свежие, не вчера Не купленные. по последнему слову техники сделано. Да, конечно, они, но я скажу, что весной, еще раз повторюсь, было освидетельствование, приезжал член, получается, ну, сам директор аттестационной компании ООО «Кедр», и они проверили все техническое состояние всех аттракционов и выдали нам такие вот свидетельства, как вот автомобили выдают на целый год, что дает нам право работать беспрепятственно. Все они пройдены, как бы все смазано, все работает в техническом состоянии, спокойно можно использовать. Единственное, что вот они морально устарели, это, конечно, всем понятно, но каждый аттракцион немало денег стоит, и нужно, конечно, зарабатывать их и участвовать в грантах, в субсидиях, что мы, конечно, планируем делать. Вот над этим надо работать и улучшать материальную базу. Вот. Ну, все, что от нас требуется, мы, конечно, будем делать. Вот. Замечательно. Но пока то, что есть, как говорится, раньше делали на совесть, да? Поэтому Да, они наверняка еще прослужат не один год. Вопрос еще один. Хочу сводить внучку на аттракционы. По какому графику работаете и есть ли скидки? Вот, кстати, да, устраиваете ли вы какие-то акции, скидочные дни, может быть, какие-то льготы для определенных категорий? Да, у нас есть, если это внучка, у нас для пенсионеров, получается, есть скидка. Это 10%, в любой день можно прийти. А во вторник и в четверг у нас также скидочные это дни. Это детский билет по 40 рублей, взрослый билет по 80 рублей. И ну вот сентябрь мы решили сделать полностью. У нас обычный билет 50 рублей детский и 100 рублей взрослый. Но вот сентябрь, как он, решили сделать таким скидочным весь месяц. И сделали по 45 рублей детский каждый день. И 90 рублей взрослый билет. То есть более выгодные условия для клиентов. Так что можете приходить, кататься. Спасибо за разъяснение. И теперь давайте поговорим о вашей общественной деятельности. Хотя времени уже осталось немножко. Вы являетесь руководителем местного отделения «Молодой гвардии Единой России». Вот расскажите, пожалуйста, сколько ребят в ваших рядах и чем вообще вы занимаетесь, какую работу ведете? Ну, ребят пока немного, но их 10-15 человек. Сейчас костяк формируем. Много ребят подходят волонтеров, которые хотят вступить в наши ряды и помогать в общественной деятельности. Ну, за эти полгода мы в основном занимались, ну, вот ребята из «Молодой гвардии» помогали в организации мероприятий, помогали в уборке территории. Мы также сажали деревья. Это в сквере Парка Победы посадили деревья, в Доме молодежи посадили елочки. И ну, также вот помогали, получается, в организации велопарада, и участниками были. И работаем именно в социальной сфере, где именно требуется наша помощь. То есть общественно полезная деятельность. Да. Кто может вступить в ваши ряды, есть ли какие-то определенные требования по возрасту или вот каким образом вообще к вам можно попасть в «Молодую гвардию»? Ну, жестких таких требований нет. Главное желание работать, помогать, быть именно активным человеком, чтобы была не безразлична именно судьба города. И, конечно, это студенты, школьники в основном, которые много интересуются, много познают, и мы уже помогаем им, направляем их, как можно сделать город лучше, чище,
и более социальным в таком плане. Ну, вы с недавнего времени, также с нынешнего года, являетесь и представителем молодежного парламента нашего города. Вот по этой линии какая работа проводится, и вот за прошедший срок что уже было сделано совместно? В связи с работой, конечно, мы не активно не участвовали, но старались посещать все мероприятия. Это вот велопарад, так же, как я говорил, сделали совместно. Что еще у нас было? Мы, Ну, на территории парка, вот я знаю, у вас как раз проходили совместные мероприятия, Да. по-моему, для детей с ограниченными возможностями. да, если не мы ошибаюсь. соревнования делали «Папа, мама, я», спортивная семья для семей с ограниченными возможностями. То есть там были и родители, и дети инвалиды. И для них мы организовали небольшой праздник, предоставили бесплатные аттракционы и также сделали конкурсы спортивные и развлечения. То есть семьям понравилось, как мне показалось, я надеюсь, им понравилось. Было очень весело, и они не имеют возможности каждый день общаться и кататься на аттракционах, и мы им предоставили возможность такую. Было очень весело. И спасибо, конечно, ребятам из молодежного парламента, они очень поддержали хорошо, были ведущими и были судьями этого мероприятия, все регистрировали, помогали, то есть полную организацию они как бы осуществили. Вот. Ну, у нас время уже подходит к концу, и давайте коротко скажем пару слов о ваших планах на будущее, ближайшее будущее, наверное. Что планируете, какие задачи ставите перед собой? Ближайшее будущее, мы сейчас полностью занимаемся именно зимним периодом, то есть в наших планах команды нашего парка сделать парк не только летним местом отдыха, но и круглогодичным, чтобы и зимой, и летом можно было прийти и себе найти занятие определенное. Сейчас вот идет работа по набору группы по скандинавской ходьбе. С 1 октября у нас объявляется набор, где будут производиться занятия по физкультуре, будет такая небольшая разминочка. Они будут также изучать технику хождения, технику вот именно как правильно ходить, как правильно заниматься этим видом спорта. Вот, и будем уже готовиться к зиме, подготовка, получается, лыжной трассы. Будем расчищать территорию и готовить также наш буран, который будет прокладывать лыжную трассу. Вот. И, конечно же, планируем сделать ремонт в самом здании лыжной базы, чтобы он был более привлекательным и как бы приятным. Ну, в общем, планов много. Мы хотим вам пожелать, чтобы у вас все обязательно получилось, и чтобы зимой о парке мы слышали так же часто, как и слышали нынешним летом. Большое спасибо за беседу. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. И, в свою очередь, тоже хочу обратиться к молодежи нашего города. Будьте активными, будьте энергичными. На сегодняшний день есть множество направлений, в которых можно себя реализовать. В администрации работает комитет по делам молодежи. Обращайтесь туда. Вам обязательно помогут и направят к тем людям, с которыми вам нужно будет связаться, учитывая ваши интересы. Ну а на сегодня все. До встречи в следующий четверг и всего доброго.